Ассаламу алейкум, приветствуем всех. Это опять я, опять со своим телефоном. Мобильный репортер ЧГТРК Грозный Рамзан Кадыров. Хорошая погода, дождливая, но настроение, но боевое. Хочу поделиться с вами, то, что происходит, на территории, проведения специальной операции, очень много разных сплетен, фейков, и на них ведутся определенные категории, людей, Поэтому война или спецоперации, в одностороннем порядке не бывает, Тем более такая спецоперация, которая проводится, соблюдая все, так скажем, предусмотренные, законом или соглашением, мероприятий, то это проводить очень трудно, Тем более против тебя выступают десятки государств во главе с Америкой, и с Англией, и другие государства, Они снабжают, террористов, это бандеровцев, новейшими оружиями, сил, средств, деньги, все есть. Идет полная мобилизация, на территории Украины, забирает, простых, сельских людей, которые никогда не видели, автомат, вживую, Таких людей забирают и отправляют на войну. Чем больше их убивают, тем больше, по-моему, руководство, так если можно назвать, Украины, и Америка, получает удовольствие от этого, Вот еще один фейк, Рамзан просил, молиться за своих, вчера я провел совещание, и мы всегда говорим, даже два мусульмана встречаются, когда они расходятся, всегда у нас есть это, друг друга просит, чтобы за него молился, То же самое, без милости, милосердия, без помощи Всевышнего, мы знаем, что ничего, не получится. В первую очередь нам нужна помощь Всевышнего, Потом причины должны создавать для того, чтобы выиграть или войну, или спецоперацию, Если меня спросить, то у нас ситуация, однозначная, Я только что разговаривал со всеми командирами, дух боевой, отступать, или уходить никто не собирается, каждый, планирует как бы напасть, как бы, штурмовать, их дислокации, И что касается проведения спецоперации, это давно перешло до военных действий, Если меня спросить, то я объявил бы военное положение, и использовал бы, все возможности, для того, чтобы быстрее закончить с этими нечистыми, И, я не как глава, выступаю, и делаю какие-то заявления, а как патриот России, как доброволец,
как герой-генерал, Дон, делаю заявление, Дон. И участвую в этом операции как доброволец, Дон. И призываю, и помогаю, и содействую, Дон. Все делаю как доброволец, Дон. Меня этому никто не принуждает, никто не заставляет, никогда никто не говорил мне говорить это или другое, Дон. Я сам предлагаю свои услуги и стараюсь максимально быть полезным, Дон, для нашего государства, для будущего, Дон, нашего государства, будущего, Дон, наших, Дон, детей, Дон. И исходя из моих заявлений, Дон, меня куда не назначают, Дон. И обвиняют, Дон, так сказать, Министерство обороны, Дон, другие федеральные структуры, Дон. Те, кто сегодня, Дон, обвиняют их, они, в корне не знают ситуацию, Дон. Может, они полностью, Дон, были обеспечены, Дон. Может быть, Дон, сил, средств против, Дон, поставлены, Дон, больше, чем мы ожидали, Дон. Подлости, Дон, хватает у европейских, натовских или, не знаю, западных государств, у них хватает подлости, Дон. И учитывая это, Дон, может быть, где-то, Дон, не доработали. А так, я считаю, что каждый на своем месте выполняет свои задачи, Дон, правильно и достойно, Дон. Но нам всем хочется, Дон, всегда победить, всегда выигрывать, Дон, и быстрее закончить, Дон. Мы забрали, Дон, у них всю территорию, Дон, Херсонская область, Харьковская, Кировская, не знаю, Дон, вот эти все, Дон, мы же забрали, Дон, у этих Бандершина, Дон, у этих сатанистов, Дон, у, так сказать, у СБУ, Дон, мы же забрали у них это все, Дон. Мы же освобождали Мариуполь, Дон, мы же освобождали все города, Дон. И когда мои ребята заходили в Мариуполь, Дон, там их насчитывался, Дон, от 30 до 50 тысяч говорили, Дон. А мы заходили 2700 человек, Дон. То же самое везде, Дон, находится, Дон, все лучшие, Дон, подразделения, Дон. Каждый день, Дон, забирают, уничтожают этих шайтанов, уничтожают технику, уничтожают их, Дон, базы, Дон, центры, Дон, управления, Дон. Проводится каждый день, Дон. Там, представьте, сколько квадратных километров территории, Дон. Сколько границ, за 1500 километров границ удержать, там, сколько сил, средств нужно. 170 человек, это 170 тысяч человек, это очень мало, Дон. А если кто хочет, Дон, надо не ждать, пока, Дон, руководство государства объявит мобилизацию, Дон. Мы все должны мобилизироваться, Дон. Каждый регион должен дать, Дон, дать, Дон, те, Дон, сил, средств, которые у них есть, Дон, те возможности, которые у них есть, Дон. Предложить то, что они могут сегодня, Дон, для того, чтобы поддержать, Дон, наших, Дон, военных. Они же наши дети, наши братья, Дон. Вот. Или Росгвардия, или спецслужбы, Дон. Говорит, Дон, очень, Дон, легко, Дон. Печатывает, кто умеет печатать, Дон, научился, Дон, на компьютере тоже, Дон, они тоже могут, там. Но конкретными делами заниматься реально трудно. Вот я еще раз говорю, Дон, я полностью поддерживаю, Дон, проведение контртеррористической операции, как называется, Дон, специальной операции, Дон, операции, Дон, на территории Украины, Дон, я полностью поддерживаю, Дон, и
полностью, да. Если даже полностью не устраивает, да, то для этого мы не должны обвинять наших, да, мы должны понимать, мы воюем против блока НАТО, да, против за 70 государств, да, приняли решение помогать украинскому, да, так скажем, шайке, да. Поэтому вот я вчера провел совещание, и я со всеми командирами, да, руководителями да, разных подразделений разговаривал, и я спросил у них и дал поручение, да, узнать, сколько добровольцев они до вечера могут собрать. Да. У нас не учитывая тех сил средств, которые задействованы, будут задействованы, 9 тысяч добровольцев сразу нашлись. И мы даже я всем своим командирам, которые находятся на территории Украины и которые находятся дома, которые должны выезжать, я всем сказал, даже если спецоперация закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы их должны уничтожать. Мы начали с ним войну не для того, чтобы отступить или уступить. Мы даже если мы выиграем, погибнем, в раю будем, выиграем, в раю будем жить, в земном раю. Поэтому давайте мы все оставим, не будем поддаваться всяким фейкам, всяким провокациям, всяким поддаваться не будем, а реально будем жить жизнью, реально будем стараться помогать тем ребятам, которые сегодня днем и ночью стоят на страже безопасности нашего государства. Давайте поможем президенту, давайте поможем самим себе. А так, победа будет за нами. Это абсолютно мы не сомневаемся. Как всегда говорил Ахмад Хаджи, он говорил, победа будет за нами. Я ничуть не сомневаюсь. Но если я сомневался бы, я не стал бы на этот путь. Поэтому мы никогда не сомневались и не сомневаемся. Вот. И враг наш знает, насколько мы силен, и насколько мы опасны для них. Поэтому с нами шутить, играться, заигрываться у них не получится. Мы должны делать все. Вот. Если меня спасет, мое мнение тоже, как Рамзана Кадырова, я объявил бы военное положение, объявил бы мобилизацию, надо подготовиться, начал бы готовить людей к военному положению. И мое тоже мнение такое. Не знаем, что будет завтра. Этих шайтанов, которые не придерживаются никакой религии, традиции, обычаи, у них союзников, этих шайтанов, больше становится, потому что они и есть шайтаны. А мы, которые для жизни самое правильное место, это для того, чтобы человек создавал семью, воспитывал детей в плане религии, обычаи, традиций. Это самое лучшее место России. Для мусульман это самое лучшее место для проживания. Здесь защищены Коран, пророк, наш Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, здесь защищены все, так скажем, направления для чести, достоинства людей. Здесь нет однополых браков, здесь живут в мире и согласии десятки людей, национальностей. Поэтому давайте каждый при себе оставим негативную информацию, говорить будем правильные, поддерживающие слова, и посмотрим,
какие решения примет президент Верховный Главнокомандующий, какие решения будут приниматься во время проведения спецоперации Министерства обороны и других сил средств. Тогда будет нам легче. А так сегодня шашкой махать на теплой диване перед компьютером легко. Наши ребята там днем и ночью на страже порядка, безопасности. И поэтому надо их поддерживать, надо за них молиться. Я еще раз прошу всех, чтобы молились за наших ребят. Молились, поддерживали, молились, проводили контрнаступление, молились, уничтожали врага. Просили Всевышнего помощи и делали наступательные шаги. Поэтому это наш. Без этого мы не можем, без помощи Всевышнего мы не можем. И мы, когда становимся, когда садимся, когда ложимся, когда начинаем кушать, мы все начинаем с имени Всевышнего Аллаха, милостного и милосердного нашего. Так что оставьте меня, я никуда, я говорю, не собираюсь. Я не как глава выступаю, я как патриот, как доброволец выступаю, и сейчас тоже как доброволец, и я стараюсь максимально быть полезным, и те услуги, которые я могу сегодня предложить, я предлагаю для нашего государства, для тех людей, которые сегодня проводят спецоперации. Аллаху Акбар, Ахмад, сила, скоро увидимся, на площади Киеве, под российским флагом,